Всем салам алейкум. Сегодня прогуливался по Нальчику и встретил Леви. Леви — это в 6-м поколении нальчанин. Человек, который всю жизнь прожил в этом городе. И который, насколько я знаю, увлекается этногенезом народов Кавказа в целом. Не только Северного Кавказа, но и в целом народов Кавказа. У меня первый вопрос. Леви, скажи, пожалуйста, почему ты увлекся этой темой? Ну, если вкратце объяснить, когда я стал старше, я понял, что вот если простым языком говорить, как бы те, кем были наши предки, какой образ жизни они вели, это очень важно, потому что в современном мире очень развито изучение ДНК, система ДНК, там, генетический анализ и так далее. Это я к чему говорю, что ученые мирового уровня, специалисты по генетике и по определенным там хромосомным исследованиям, они говорят, что очень многие качества хромосомные, генетические и так далее передаются через 7, через 8, через 9-10 поколений и так далее. И к чему я это говорю? То, что ученые, которые мирового уровня, они когда хотят объяснить что-то сложное простым языком, они говорят, что в принципе, если простым языком говорить, наши предки, которые на протяжении сотен лет вели определенный образ жизни, обязательно мы будем такими же, потому что мы несем огромный, как правильно сказать, огромные наследственные и огромную наследственную информацию от наших предков, практически на 90%, да, на 99% наше даже мировосприятие, мировоззрение, многое наше физиологическое зависит от этого. Я так к чему говорю, что ученые так говорят, что вот на протяжении сотен лет, какими были наши предки, у всех же людей предки разные, у всех они свои. И какой образ жизни они вели, и какие у них были определенные, простым языком, если говорить, повадки, мироощущения и много-много другого, это огромную роль имеет отпечаток на нас. И я на основе этого, на современных людях, и на основе этих размышлений, и когда я услышал об этом, я крайне лет 5-6 стал уже, можно сказать, изучать и интересоваться этногенезом происхождения, этногенезом, так скажем, многих народов мира, но больше всего именно народов Кавказа. Почему? Потому что, если не обобщить в целом, да, и конкретно я сейчас не буду называть там национальности и там кого как звали, там моих предков, там, допустим, и конкретные данные о себе. В целом я кавказец, я ассоциирую себя с Кавказом. Живу я всю жизнь в Нальчике, с детства, с рождения, но в большей степени я интересовался именно народами этногенеза, происхождения этногенеза народов Кавказа. Поэтому вот примерно вкратце так объяснил, по какой причине я стал этим интересоваться, что я хотел понять. Вот, чтобы понять, кто я есть, мы же пока длинную жизнь не прожили, мы не можем конкретно себя изучить, потому что говорят же, самое сложное — это познать самого себя. Да. Но большую помощь в том, чтобы познать самого себя, оказывает то, что если вы будете хорошо разбираться и знать ваши предки, как они жили на протяжении сотен лет, какой вели образ жизни, какое у них происхождение и корни, это многое может вам объяснить. Вы можете много узнать и о себе тоже, потому что мы несем эту информацию генетическую. Вот это если вкратце. Понятно. Леви, у меня вот такой вопрос. Сейчас вот на протяжении последних лет идут такие интернет-войны. Мы пришлые, мы коренные, мы оттуда, мы отсюда. Соседи ругаются. На твой взгляд, хочу подчеркнуть, что это твое мнение. Из каких народов Кавказа, кого ты можешь назвать коренными народами? Смотрите, дабы не обидеть других, я просто хочу... Я не буду всех перечислять, я вот так скажу. Да. Я первый раз так выступаю, чтобы меня записывали именно как бы официально на такой раскрученный YouTube канал, чтобы меня смотрели многие, но я решил попробовать. Смотрите, на Кавказе, вот я смотрел сверху, смотришь, грубо говоря, на карту или с космоса, горы Кавказа, они ровной линией идут, Кавказских хребет. Южный Кавказ — это вот самое древнее население Кавказа, наидревнейшие, самые коренные, это, можно сказать, грузины, они сами себя называют Картвели, это один из самых, действительно, без преувеличения, великих, выдающихся народов, но это я к чему говорю, что грузины Картвели — это автохтонное, древнейшее население Южного Кавказа. Остальные, которые там дальше по карте смотришь, южнее, пусть никто не обижается, многие, это уже не считается официально Кавказом, все-таки географически это уже за Кавказе. Именно грузины Картвели — это древнейшее и настоящее автохтонное население гор Кавказа. Все остальные — это за Кавказ. Теперь я к чему это говорю? Когда смотришь сверху на карту, допустим, или с космоса, вот длинный Кавказский хребет, он ровный.
И Закавказье автохтонное население древнее Южного Кавказа Картуэли, а Северный Кавказ идет с востока и дальше на запад, и там множество народов. И вот, допустим, взять отдельно Дагестан. Там вообще есть, кто-то говорит 30 с чем-то, кто-то говорит около 50 народов, некоторые говорят 50 чем-то народностей древних. И там, смотрите как, если совсем вкратце, у Дагестана, когда этногенез народа Дагестана происходил, там огромную роль играли древнее население, которые там 3 или 4 тысячи лет назад заселили эти земли, эти как бы горы Восточного Кавказа и, так скажем, дагестанской территории. Просто потом в процессе этногенеза, я не буду углубляться, их там очень много народов. Там были и элементы, которые, ну, там тюркоязычные кочевники делали свои в генофонд в Ливане. Какие-то еще были там определенные, я просто в истории этногенеза народа Дагестана слабо разбираюсь, определенные были периоды, когда там были племена аваров, которые большой вклад несли и так далее, и так далее. Да. Теперь к чему это говорю? Огромное количество народов на территории Северного Кавказа именно. И в Дагестане много дальше идут там чеченцы, нохчи, ингуши, галгай, там осетины, Центральный Кавказ, КБР, Качери, Адыгея и так далее. И все это Кавказ. И если не говорить конкретно по каждому отдельно, то вот я скажу как есть. Люди многие, когда слышат мое мнение об этом, они удивляются и как бы говорят, ну, есть такое выражение в современном интернете, люди часто используют, да, сленг такой вот. Кринж, ты говоришь кринж, там ты как бы, ну, говоришь какие-то типа абсурдные вещи, смешные. У меня, вот я взрослый человек, у меня сложилось такое, вот когда я наблюдал за поведением многих людей, за как бы определенным мировоззрением многих людей, представителей разных народов, я отношусь ко всем абсолютно адекватно и в принципе с уважением, в принципе, но я скажу как есть. Вот. Это твое мнение, еще раз хочу подчеркнуть. Да, мое мнение, мое видение, да, в котором я уверен. Но многие не согласны, но я считаю, что это правда, но это мое субъективное мнение. Смотрите, во-первых, по всем генетическим исследованиям, самое древнее население Кавказа, если взять южный и северный вместе, является именно предки вейнахов, особенно именно древние предки народа Нохчи, которых в современном мире называют чеченцы, хотя их древнейшее название Нохчи. И предки грузин, которые с древних времен называли себя Картуэли, вот эти две нации являются самыми первопроходцами гор Кавказа, которые, когда они были еще там 9 или 10 тысяч лет назад, эти горы Кавказа были пустые, самые первые племена, которые туда попали и заселили, и скорее всего это происходило с Ближнего Востока заселение, по разным данным, в основном около 9-10 тысяч лет назад это описывается. Когда еще эти горы были пустые, предки вейнахов, а особенно Нохчи и предки грузин Картуэли заселили эти племена. И все остальные народы, когда их происходил этногенез, когда происходило их формирование, они заселяли эти горы и формировались, и как бы уже складывались окончательно эти народы гораздо позже, и кто-то, вот самый первый я уже назвал, потом кто-то чуть позже, потом кто-то еще позже, еще. Сейчас уже все народы на Кавказе имеют каждый свое название, свою какую-то культуру, особенности, а когда-то это же был процесс этногенеза. В общем, я это к чему все говорю? Я, будучи мусульманином, многие говорят, это громкие слова, я так считаю, а пусть уже другие свое мнение делают. Мое субъективное мнение, Нохчи, чеченцы, Нохчи, я считаю, что это народ, избранный Аллахом, народ, который Аллах возвысил. Почему? По нескольким причинам. Во-первых, смотрите, это по мировым меркам очень маленький народ, их около 1,5 миллиона, но их знают во всем мире, весь мир их знает и уважает. Особенно самые прогрессивные государства, народы и страны знают, что это народ, они слышали много о чеченцах и о Нохчи, не только то, что они умеют только, там, допустим, воевать, или они очень дерзкие. Это очень древний, высококультурный, очень высокоразвитый, очень, как правильно сказать, очень хороший, простым языком если говорить, с очень мощными и хорошим генофондом. И вот я к чему говорю, что один из самых древнейших народов Кавказа, один из первых. Смотрите, вот это, и к чему я это говорю, что на протяжении многих сотен лет Нохчи, почему я считаю, по какой причине, вот народ, которого Аллах выделил, возвысил,
они на протяжении многих сотен лет, на протяжении практически всей своей истории, был народ, который никогда, у них не было такого периода, что кто-то, допустим, другие народы навязали менталитет свой, насильно навязали образ жизни, менталитет, допустим, отвернули их от религии, от поклонения Аллаху, от служения Аллаху Субхану Тааля Всевышнему, пророку, саллаллаху алейхи и так далее. То есть, да, вот так твердо, как они стоят на своем менталитете, культуре, на своей силе, на духовной развитости, на мощных своих, на фундаменте своего происхождения и на то, что их Аллах приблизил к себе и сделал определенно сильнейшим, очень сильным народом. Я к чему еще хотел сказать, важный момент. Им около 1,5 миллиона их. По мировым меркам это народ маленький, по мировым, но их знают во всем мире. Просто так это не бывает. Вторая причина. Само название Нохчи, значит, состоит из двух слов. Нох — это был пророк Ной, Нох. Чи — это люди. Мне сами чеченцы, старейшины так объясняли. И слово Нохчи означает люди Ноя. То есть считается, что только они могут претендовать на то, что они являются самыми прямыми вот, генетическими вот, наследниками пророка Ноя. Само название их с древних времен, которое уже 5000 лет у них минимум, Нохчи, это само за себя говорит. Но я так еще добавлю. Два самых таких моих любимых народа на Кавказе, которых я выделяю среди остальных, и мое субъективное мнение, что они самые лучшие. И те, которых с удовольствием могу брать пример, это Нохчи и грузины Картвели. Грузины — это древнейшие христиане, но считается по многим мифологическим древним определенным преданиям, что только Нохчи и именно грузины Картвели могут претендовать на то, что они прямые генетические наследники Ноха. Остальные народы косвенно, отдаленно к нему, к Ноху, Ною и так далее, имеют отношение. Вот это вкратце мое как бы вот. И еще добавлю важный момент. На Кавказе много различных и древних интересных языков, но у грузин невероятно красивый язык, у Нохчи, я бы сказал, тоже.